Путешественник Антон Машинский прячется от благ цивилизации за 10 тысяч километров от родного Петербурга. Он живет в сибирской тайге третью неделю. Омский парк выбрал случайно, буквально ткнул пальцем в карту. Мне интересно научиться нормально на природе жить, привыкнуть к животным. Пару раз медведи мимо проходили. Немножко давит, что оружия нет, но я уже привыкаю к ним. Чуть реже на территории заповедника можно встретить снежных баранов. Нам повезло. На вершину скалы вышли 3 самки. Снять их с лодки оказалось нелегкой задачей. В поисках более четких кадров отправляемся в горы. Для инспектора охраны природы Максима Захарова 1300 метров над уровнем моря просто разминка. В зоне его ответственности 200 тысяч гектаров горной тундры. Жизнь такая уже стала, что без гор, без этого не можем жить. У нас много лосей. Из птиц это стерхи, орлы, беркут, краснокнижники. Спящие вулканы Ургахая и Балагантас – еще 2 интересных туристических объекта. Название получено из-за схожести с традиционными жилищами якутов. Объединение этих маршрутов может привлечь еще больше гостей. Этим летом планируем восхождение на вулкан Ургахая. Маршрут будет не из легких. Это труднопроходимые кустарники, завалы, а также мари и болота. Шиверы, пороги и 3-метровые волны. Реки Индигирка и Мома – идеальные места для сплавов. Течение тут очень сильное, можно сказать. По сложности 2-я категория для сплава. Самая вкусная и распространенная рыба здесь хариус и ленок. Визитной карточкой Якутского природного парка по праву можно назвать Большую Момскую наледь. Ледяное поле протяженностью 30 километров манит фотографов и художников со всей планеты. Момская наледь самая большая в России. В мире она занимает 2-е место. Площадь ледяного острова 112 квадратных километров. Впрочем, по словам работников природного парка, цифры ежегодно меняются в зависимости от погодных условий. К примеру, после таких дождей толщина льда заметно сокращается. В паре метров от наледи расцветают густые оазисы. На дальнем фоне видны вершины Момских гор и знаменитого хребта Черского. Почти 2 миллиона гектаров территории парка – это зона контрастов, куда люди приезжают, чтобы познать крайний север. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, Момский район, Якутия.